Президент Садыр Джапаров сегодня с государственным визитом прибыл в Ташкент. Борт главы государства приземлился в международном аэропорту имени Ислама Каримова. Президента Садыра Джапарова встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В рамках государственного визита пройдут двухсторонние переговоры на высшем уровне. Ожидается подписание ряда двухсторонних документов, а также проведение других официальных мероприятий. Мероприятия государственного визита президента Садыра Джапарова пройдут в городах Ташкент и Хива. Prezidenti Sadir Nurgajayev Japarov, faxriy qorovul, sizni O'zbekiston Respublikasiga kelishingiz munosabati bilan hisoblandi. Faxriy qorovul boshlig'i podpolkovnik Xanikov.
Президент Кыргызстана Садыр Джапаров и Узбекистана Шавхат Мирзиёев по видеосвязи из Ташкента дали старт производству автомобилей на узбекско-кыргызском заводе в Чуйской области Кыргызстана. Отметим, официальная церемония открытия автомобильного завода состоялся в рамках госвизита президента Садыра Джапарова в Узбекистан. На первом этапе планируется производство 3 моделей – Кобальт, Оникс и Трейкер, но в последующем линейку расширят. Завод уже отгрузил пилотную партию машин на общую сумму $711 тысяч США. До конца июля планируется отгрузить 28 автомобилей на сумму $336 тысяч США. На баланс государства вернули месторождение в Кеминском районе стоимостью 1 миллиарда 782 миллионов сомов, сообщает Госкомитет национальной безопасности. Так, в рамках имеющихся материалов проводится работа по возвращению на баланс государства земель промышленного назначения площадью 196 гектаров, расположенных на территории Чимкоргонского и Лукмыту Кеминского района Чуйской области. По итогам проведенной оценки рыночная стоимость данного месторождения оценена в сумме 1 миллиарда 782 миллионов 656 тысяч сомов. Следует отметить, что данное месторождение незаконно осваивалось Особорду для проведения геолого-разведочных работ в целях выявления золотосодержащей руды. Однако не была проведена процедура земельного отвода и не были оформлены соответствующие разрешительные документы. В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по возврату указанного месторождения на баланс государства. В Джаильском районе усилены меры по профилактике домашнего насилия, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. 15-16 июля сотрудники службы общественной безопасности Джаильского РОВД провели разъяснительные мероприятия в целях усиления мер профилактики насилия в семье. Проведена проверка граждан, состоящих на учете по фактам домашнего насилия в Джаильском районе. Им разъяснены нормы соответствующих законов. Сотрудники милиции также осуществили разъяснительную работу в целях повышения осведомленности населения в вопросах защиты прав и свобод граждан, пропаганды ненасильственного и бесконфликтного поведения в семье и защиты от домашнего насилия. Өзү курам түздөн түстүр. Буйрук кылам. Бишкек шаарында жана Чүй областында коомдук коопсуздукту сактоодо жана жол кыйымынын коопсуздугун сактоого жана жарандар менен сылык мамиле жасоого буйрук берем. Кызматтуу ордуңарга кадам салла. Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения запускает программу беспилотного наблюдения в специальном тестовом режиме с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и сокращения тяжелых последствий со смертельным исходом в связи с большим количеством дорожно-транспортных происшествий. В последнее время во всех регионах Кыргызстана на дорогах Чуйской, Нарынской, Исыкульской, Джалабадской, Таласской, Баткенской и Ошской областей в тестовом режиме ведутся работы по запуску дронов. В настоящее время программа беспилотного наблюдения применяется в отношении водителей, выезжающих на встречную полосу и нарушающих правила обгона на автодорогах международного значения Бишкек-Нарын-Торугар, Ош-Карасу, Бишкек-Ош, Ош-Сарыташ, Иркештам и Ош-Разаков. Эти дроны оборудованы современными камерами и датчиками, которые позволяют фиксировать нарушения в режиме реального времени, что значительно повышает эффективность контроля и снижает вероятность человеческой ошибки. Программа беспилотного наблюдения нацелена на повышение уровня безопасности на дорогах и дисциплины среди водителей. В будущем планируется расширить использование дронов на другие автодороги и внедрить дополнительные функции, такие как контроль скорости и выявление других нарушений правил дорожного движения. С
марта прошлого года бывшие граждане Кыргызстана, их дети и внуки вправе подать ходатайство на получение статуса соотечественника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции. По данным ведомства, документ Мекенкарт обеспечивает беспрепятственный выезд и пребывание на территории Кыргызстана, доступ к услугам образования и медицины, возможность осуществления трудовой деятельности без оформления разрешительных документов и многое другое. С начала действия национальной инициативы Мекенкарт было принято 187 ходатайств, из которых одобрено 150. Из них с начала текущего года 97 ходатайств одобрены. Одним из крупнейших населенных пунктов Чуйской области является село Джаилма Сокотинского района. Указанная территория разделена на две части. Джаилма и Новопокровская сельских управах проживают 13 тысяч человек. В целях подготовки к отопительному сезону борьбы с загрязнением воздуха в Айлыкмыту Джаилма ведутся работы по газификации в усиленном режиме. Планируется газификация всех 40 полос территории. Для этого будет проложено 50 километров газопроводов и построено 2 газораспределительные сети. По заявлению жителей Новопокровки, Джаилма Айлыкмыту, Айлнамаймаки у нас в общем расположено проживает около 13 тысяч населения, из них по Новопокровке 8 тысяч, 2 тысячи домов. По заявлению в 2023 году писали коллективное заявление, был разработан проектно-сметная документация, на этот проект ушло год, в этом году уже как месяц уже начались работы по проведению газификации. Согласно плану работы, в октябре текущего года около 8 тысяч жителей региона будут обеспечены экологически чистыми источниками энергии. Аябай жакшы болот, кубанып атабыз. Бул боюнча Газпромго да рахмат. Газ таштырыш керек. Тиги удап өткөн үчүн айыл өкмөтүнө аябай терең ыраазыбыз. Биз газ аштырууну 2 жыл мурун угуп эле аябай сүйүнүп ушу күндү күтүп жүргөнбүз. Кудайга шүгүр мына кирди. Эми көмүр алгыбыз келбей отурабыз. Быйыл кирип калабы, кирбейби деп. В настоящее время в стране полным ходом идут работы по газификации, в то время как 10 лет назад уровень газификации составлял 22%. В настоящее время этот показатель почти удвоился до 40%. «Газпром» Кыргызстана обещает довести этот показатель до 60% в 2030 году. Например, в настоящее время некоторые районы области газифицированы на 100%. Компания «Газпром» является единственным бенефициаром газа и также частной компании. У них есть свое видение, свой рабочий план. Мы с ними всегда согласованно работаем. Все, что мы им предлагаем, они вводят. На данный момент в селах Байтик, Бешкинго и Воентоновка проходят проектные работы. В ближайшее время в этих селах уже начнут работу по установке газопроводов. Также во многих новых жилмассивах, которые появились вокруг города Бишкек, и в тех жилмассивах, которые были переданы по административной реформе города Бишкек, тоже будет установка газа. В том числе мы ожидали 20 тысяч абонентов подключить газу в этом году, мы подключили около 8 тысяч. В целях оказания господдержки работ по газификации реализуется проект «Льготное финансирование газификации 2» города Бишкек и Чуйской области. Объем кредитования составит 1 миллиард сомов. Отныне каждый житель, который желает провести природный газ к себе домой, но не имеет достаточно средств, теперь может подать заявку на льготное кредитование. Напомним, что льготный кредит предоставляется открытым акционерным обществом Айлбанк и Эльдикбанк. Айсло Мурзакова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чуй.
ущелье Кегети есть 3 водопада, один из которых водопад Кегети длиной 17 метров. Источники, исходящие с вершины, сливаются вместе, образуя именно этот водопад. Кегетинское ущелье расположено в северной части Кыргызского хребта, в 90 километров от города Бишкек. Общая площадь ущелья Кегети составляет 39 тысяч гектаров, 52 семьи живут на лоне художественной красоты. Зона отдыха Кегети разделена на 18. У каждого есть собственное имя. Караүнкүр, Белжайло, Арстанбай, Үчбулак, Мингтеке, Уйбулак, Ирижылга и другие. Также самое красивое, с одним другим цветом воды, озеро Тур, находится именно в этом районе. В ущелье обитают барсы, занесенные в Красную книгу. Кроме того, здесь обитают горный козел, рысь, волк, лисица и другие. Мирбек Мундузбаев отвечает за подсчет названных животных, заготовку сена и корма на зиму. Защита животных – его главная задача, и он очень любит эту работу. Мы смотрим за количеством редких животных. Тут их очень много. Я очень люблю животных, поэтому выбрал именно это дело. Люблю также нашу красивую природу. Сүйлөсүң бар. Ошолор кызык турак да биякта. За последние 5-6 лет количество иностранных и местных туристов, посещающих Кегетское ущелье, увеличивается. На этот раз их очень много. Интересно, что в день посещения нашего творческого коллектива почти все отдыхающие были иностранцами. Данияр Телебалдиев, Эсенбек Гусейнов, УТРК Чуй.